Siz ortaya otur sen. İlmi. Mustafa sen buraya otur. Otur. Tamam sen otur. Mustafa otur. Як ви бачите, вже звільнені кримсько-татарські політв'язні Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз прибули у аеропорт Бориспіль у Києві. Їхній Meclis Vatan Hırı! Meclis Vatan Hırı! Sağ ol. Селям алейкум. Вітаємо вас, шановні колеги журналісти. Як завжди, дякуємо вам за вашу увагу. Сьогодні привід нашої прес-конференції, яка організована за підтримки адміністрації аеропорту Бориспіль, Міністерства інформаційної політики, Міністерства тимчасово окупованих територій та ВПО, є щасливим з одного боку, сумним з іншого боку. Щасливим тому, що поряд з нами є наші герої. Заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров, яких направили вчора, неочікувано для них самих, до Туреччини. Це стало результатом достатньо потужного дипломатичного тиску і керівництва української держави, і лідерів Великої Сімки, і американського президента, і багатьох інших світових лідерів. Я відразу хочу роздмухати певні міфи, які сьогодні вже активно російська пропаганда намагається підняти, що начебто ціна цьому звільненню є інші політичні в'язні. Насправді це не так, тому що процес звільнення політичних в'язнів, які сьогодні 50 в Криму, буде тривати. Ціна не така. Тобто цей процес, цей тиск дипломатичний буде тривати. І я перше слово надам лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джамілєву. Дорогие друзья, сегодня у нас большая радость. Из лап путинского режима нам удалось вырвать двоих наших граждан, действительно патриотов своего народа, патриотов своей страны. Что за техника?
Сегодня одна из немногих демократических изданий Российской Федерации прокомментировала это событие так. Иногда в России чисто случайно происходят и хорошие вещи. Но чтобы эта случайность, хорошая случайность случилась, были задействованы тысячи и тысячи людей. Я хотел бы здесь выразить свою благодарность всем международным организациям, в том числе Amnesty International, Парламентской ассамблее Совета Европы, Европарламенту, Госдепартаменту Соединенных Штатов и многим-многим другим, которые беспрестанно говорили о наших политзаключенных. Особую благодарность я хочу выразить президенту нашему Петру Порошенко. Только при мне, в моем присутствии, он говорил об Ахтеме Чийгозе и Ильме Умерове с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, на встрече с генеральным секретарем Парламентской Ассамблеи Ягландом и многих-многих других форумах. Слава Богу, это случилось. Я благодарен тысячам людей, которые во многих странах выходили с лозунгами «Свободу Ильме Умерову, свободу Ахтему Чийгозу». Благодарен нашим тысячам соотечественникам, которые беспрестанно, ежедневно ходили на судебные процессы наших героев и морально поддерживали их. Я благодарен единству нашего народа. Это, конечно, первый шаг, и мы надеемся, что в дальнейшем мы будем освобождать и других наших политзаключенных. Не случайно вчера на встрече с президентом Эрдоганом наши ребята в первую очередь сказали, чтобы он приложил усилия к освобождению и других наших политзаключенных, в первую очередь Олега Сенцова, мужественного патриота Крыма, патриота Украины. Впереди у нас предстоит очень большая задача. Разумеется, на этом мы не будем останавливаться. И я думаю, что это начало будет освобождения и Крыма, восстановления территориальной целостности нашей страны. Я поздравляю всех наших сограждан с этой нашей победой. Спасибо. Наступне слово матиме заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров. Витаю вас. Я вас всех приветствую. Что хочется в этой ситуации сказать? У нас с Ахтемом немножко разные исходные положения. Ахтем освобожден из тюрьмы, а я находился под подпиской о невыезде, находился среди своего народа, который продолжает жить и бороться в Крыму. И реальный мой срок только должен был начаться. В первую очередь я благодарен тем людям, которые приходили на судебные процессы, которые активно участвовали во всех мероприятиях, которые вокруг происходили. Я присоединяюсь к тому, что сказал Мустафа Ага. Мировое сообщество, лидеры отдельных стран, в том числе ведущих стран, Организация Объединенных Наций, Европейский Союз, Парламентская Ассамблея Совета Европы и много-много разных общественных организаций, которые приложили усилия к освобождению в данном случае 2 человек, но я уверен, что если будет так и продолжаться, если тема Крыма не будет сходить со страниц средств массовой информации, то процесс будет продолжаться и дальше. Обязательно вслед за освобождением отдельных людей произойдет деоккупация Крыма и восстановление территориальной целостности Украины. Ведь задача минимум в этом и заключается. Восстановление территориальной целостности Украины. Вся наша борьба происходит вокруг этого. А уже следующие вопросы, которые нам еще предстоит решать, закон о статусе, изменения в Конституцию, еще некоторые другие, будем уже решать в составе нашей родной страны. Наступне слово матиме заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз.
Мы не знали, что нас вывезут в Анкару, потому что первое желание все эти годы это было приехать в Киев. Но, может, в этом есть некая символика. Потому что один из сильных лидеров тюркского мира по просьбе нашего президента Порошенко, по просьбе нашего лидера Мустафага, как стало известно, провел очень серьезные переговоры для нашего вызволения. Я, вот верите, я не могу сравнивать это с освобождением. Освобождение – это свобода. Это то, за что боролись. И не только за свободу отдельно взятых личностей. Это свобода моего народа, моей земли, моей родины, моей страны. А с перепугу, проводя такую спецоперацию, я по-другому это назвать не могу, когда по бумаге меня должны отпустить домой, а меня вывозят без опознавательных знаков люди в балаклавах, в глазах которых спустя почти 3 года я узнал тех фашистов, которые меня забирали, и вывозят непонятно куда. До последнего этого не знаю. И в глазах читалось, что у них абсолютно нет на это желания. И у меня надежда была, и у тех, кто там сидит, каждый день надежда, что мы все выйдем, потому что это несправедливо. Это незаконно. Но что это вот произойдет, и оно произойдет, пусть даже прошло почти 3 года, но так быстро, конечно, я не ожидал. И когда мы оказались уже на территории Турции в воздухе, я понял, почему они злятся. А потому что они, желание есть, а им возможность не дадут. Не дадут возможность нас разорвать. И это освобождение, это символизм. Это наш народ ощутил, что за спиной есть сила, что нас не бросят, нашу страну и мою родину не дадут порвать, что украинский народ, он сможет постоять за свою свободу, за свою независимость, что наш президент, он будет отстаивать свободу каждого гражданина. А мой народ, он не терпит. Мой народ и не это выносил. Может быть, поэтому нам в тюрьме легче, потому что мы знаем, что наши деды, прадеды столетиями на колени не становились, хотя и умирали. Конечно, мы 2-й день ждем, когда домой приедем. Я имею в виду в Киев. Но ряд обстоятельств сложились так, что мы задержались, и это важно было, опять-таки, для нас всех. Вот мы на своей земле, и я вижу все эти лица. Мы очень соскучились. Мы здесь, мы дома. Спасибо. З самого
домовилися Ахтем-ага, резюмуючи слово матиме Ріфат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. Я не думаю, що резюмуючи, думаю, що резюмувати будуть наші герої ще в своїх інших виступах, подальших. Я хотів би сказати декілька таких, знаєте, моментів, думок. Перше, я думаю, що найбільш сьогодні радію я, вибачте, за рідні і близькі люди, бо я знову набув двох своїх заступників. Тепер вони тут і ми посилені. Це вони думають, що це вони думають, що вони послаблені. Так, в Криму залишаються члени Меджлісу кримськотатарського народу, їх більшість. Їм буде трошки важковато, бо незважаючи на те, що був Ахтем в тюрмі, в СІЗО, майже 3 роки без 3 місяців, і незважаючи на те, що Ільмі максимально обмежили в його можливостях завдяки тим їхнім злочинним процедурам, але члени Меджлісу кримськотатарського народу, місцеві меджліси виходили з того, що вони поруч і вони разом борються. Але там сильні люди, вони залишилися. Я хочу сказати, що просто треба нам подякувати рідним і близьким. Тут є Ельміра, дружина Ахтема, він каже, де вона? Ну вона тут. Я просто відчуваю, що в неї відбувається на душі. Я пам'ятаю, був такий момент, коли вона каже, Ріфат ага, ну ви самі скажіть мені, ну ви вірите? Я кажу, Ельміра, от буде приговор, вирок, і через декілька моментів, бо в них така в них злочинна схема у тих окупантів. Айше Умерова, донька Ільмі, а за ними великі родини. Ви знаєте, як кримські татари, вони цими багаті. Я хотів би сказати, що дай Боже, щоб у всіх були такі близькі люди. Але я це говорю настільки свідомо, щиро і настільки з великою любов'ю від імені всіх нас, і хочу, щоб ви це показали. Вас дивляться в Криму. Скажіть, що у нас є просто чудовий, у нас є настільки такий, знаєте, унікальний кримськотатарський народ. Якщо вони б не зберігали єдність, якщо вони б не залишалися гідними, якщо б вони, незважаючи на всі заборони, не були б разом з Меджлісом кримськотатарського народу і місцевими меджлісами, ми б цього не здобули. Я хочу особливо сказати велике подяку тим, які приходили до судів, до дверей тюрем, які приходять сьогодні і будуть приходити до того моменту, поки ми не звільнимо Крим. Я знаю, що після того, що звільнили наших побратимів, кількість таких людей, які будуть виходити на підтримку, їх буде більше і більше. І хочу виконати ще одну, воно займе трошечки час, але це дуже важливо для тих людей, які залишилися. Я про це говорив останні 2 дні і знову говорю як голова Меджлісу. Жодна людина в Криму, яка сьогодні знаходиться або в ув'язненні, або переслідується в інший спосіб, підписка про невиїзд, таке інше, вона не залишатиметься один на один. Мене просили про це сказати і президент України, але я це зараз говорю від Меджлісу, бо це наша принципова позиція. Ані уряд, ані українська держава, тим більш ані Меджліс, він не залишитиме нікого. Я хочу зараз прочитати прізвище, щоб ви іноді цих людей просто згадували, а медіа, ви б їх іноді озвучували, щоб всі про них пам'ятали. Я читаю зараз той проєкт резолюції, який ми готували 2 тижні тому, і він був прийнятий на Європейському парламенті. Я просто з цього тексту беру. І тому дивіться, як ми починали цю резолюцію, і спасибі європейським парламентарям, що вони проголосували. У нас починалося так. Незамедлительно освободить заместителя председателя Меджлиса кримськотатарського народу Ахтема Чайгоза из тюрьмы, а также журналиста Николая Семины из-под домашнего ареста и отказаться от всех обвинений против них, а также против заместителя председателя Меджлиса кримськотатарського народу Ільмі Умерова. Отже, Ахтем Чайгоз, Ільмі Умеров тут перед вами. Микола Семина там. Він під підписку про невиїзд. А тепер прізвище за алфавітом. Абдулаєв Узеїр,
Абдулаев Теймур, Абсеитов Зеври, Абельтаров Рустем, Алиев Муслим, Алимов Рифат, Асанов Алиев, Балох Володимир, Бекиров Энвер, Бессарабов Алексей, Ваитов Рустем, Виговский Валентин, Дегерменджи Мустафа, Джемадинов Эмиль, Джепаров Арсен, Дудка Володимир, Захтей Андрій, Зейтулаєв Руслан, Зейтулаєв Руслан 15 років ув'язнення, Ісмаїлов Рустем, Кадиров Сулейман, якого зараз буде вирок днями, Карпюк Микола, Клик Станіслав, Коломієць Андрій, Кольченко Олександр, Костенко Олександр, Куку Емір Усіїв, Літвінов Сергій, Мамутов Енвер, Меметов Ремзі, Панов Євгеній, Примов Юрій, Прісіч Володимир, Сайфулаєв Ферат, Салідінов Айдер, Сінцов Олег, Сирук Вадим, Стогній Олексій, Сулейманов Рідван, Сущенко Роман, Черний Олексій, Шаблий Глеб, Шептур Микола, Штипликов Дмитрій, Шур Віктор. Оце той список політв'язнів, яких ми маємо, якого можна скоріше просто звільнити, витягнути на тому етапі, поки ми боремося за деокупацію. Але знаємо всі те, що треба зупинити той генератор постійних репресій і злочинів в Криму. І генератору тому назва Москва, російська окупація. Всі разом боремося проти російської окупації. Дякую за увагу. Саме Рифатага за те, що перерахувало прізвища тих, хто залишається поза волею. Насправді визволення сьогодні і Ільмера, і Ахтема – це тільки частина цієї боротьби за свободу, про яку мріяв пан Ахтем, перебуваючи в СІЗО більше 2 років. Колеги, у нас є 25 хвилин на запитання і відповіді. Піднімайте руки, до вас будуть підходити з мікрофонами, а далі, припрошую. Бачите, я вже винний, і я не встиг, а останні 6 людей, якщо зараз згадаємо їх прізвище, будемо називати останні 6 на минулому тижні. Це було в тій резолюції, яку Європарламент готував. Ще 6 додалося. На запитання у нас є 25-30 максимум хвилин. Піднімайте руки, будь ласка, з мікрофоном підходимо. Доброго дня, Карим Хабираджинси. Просто благодарна вам за все, что вы пережили. И такой вопрос. Вы уже заявляли, Ильмера, что вы будете осуществлять попытку пересечь границу с Крымом, то есть вернуться на родину. Вы могли бы прокомментировать оба Ахтема и Ильмера? То есть вы собираетесь возвращаться в Крым сам? Микрофон можно? Я уже в некоторых интервью говорил, и сейчас, наверное, просто повторю, что через некоторое время я просто поеду домой. Никто передо мной никаких условий не ставил, никто со мной не встречался, не разговаривал. За 2 недели до тех событий, о которых рассказал Ахтем, то есть о том, что нас самолетом перевезли сначала в Анапу, а потом в Анкару, где-то за 2 недели до этих событий у меня было 2 представителя из Москвы, из высоких кабинетов ФСБ. Они просили, чтобы я написал прошение о помиловании на имя президента Путина. Я категорически отказался. После этого других контактов не было, и никто мне не ставил условий, что я буду допущен в Крым или не буду допущен, пустят меня или не пустят. То есть я домой поеду обязательно. Вся борьба нашего народа в последние десятилетия заключалась в том, чтобы вернуться вопреки всему тому. У нас это уже генетически. Поэтому я их не просил меня вывозить и освобождать. И бегать от них я не собираюсь. Я помню, в 2014 году, в декабре, я, Мустафа Гамес, Рифатага встречались с Эрдоганом там, в Анкаре. Буквально за день до приезда туда Путина. Впоследствии, вернувшись в Киев, я встречался с президентом Порошенко. И когда я вернулся домой, через несколько дней меня арестовали. Сейчас ситуация повторяется. Мы встречались с Эрдоганом, встретимся с Порошенко,
А что будет потом? И если это повторится, это их проблема, не наша. Я имею в виду российской стороны. Дякую. Наступне запитання, колеги. Скажіть, будь ласка, українські національні новини, Вада Катерина. Чи можливі ще варіанти звільнення кримських татар, ув'язнених в Російській Федерації за такою схемою через Туреччину, або чи якимись іншими шляхами? Это к кому обращаюсь? Вам, Мустафа Ага. Ну, вообще-то мы людей, которые борются с оккупационным режимом, отстаивают интересы Украины, не делим на национальности. Мы будем стремиться к освобождению всех, независимо от национальности и вероисповедания. И, конечно, в первую очередь у нас на первом плане были знаковые фигуры, такие как Ахтем Чийгоз, Ильмир Умеров, Олег Сенцов, которые действительно крайне мужественно себя там вели. И, как сказал Рифат Чубаров, каждый человек, который подвергается там репрессиям, будет в сфере нашего внимания. И мы будем добиваться их освобождения. Будет это через Эрдогана. Кстати говоря, на встрече с Эрдоганом наши ребята Ильми и Ахтем сразу же говорили о необходимости приложения усилий к освобождению других наших политзаключенных. Но также будем, конечно, подключать и другие возможные варианты, в первую очередь международные структуры, как Европарламент, Парламентская ассамблея, а также структуры ООН. Я хотів лише додати одне, і це говорю теж свідомо на камері. Питання щодо звільнення заручників, воно, знаєте, не може бути детально завжди пояснюватися. Просто ви маєте бути впевненими в тому, що ми завжди працюємо на те, щоб... Да, 3 роки не бачите чоловіка, сюда це... со мной Да. сидеть больше года рядом и видеть, что там вытворяется. Пані Ельміра не лише чекала, вона боролася поруч з нами, вона виїжджала на міжнародні майданчики, вона давала інтерв'ю з окупованого Криму, вона просто дійсно борець і мужній поруч зі своїм чоловіком Ахтемом. Я закінчу щодо політв'язнів. Ми продовжуємо. Я хочу сказати одне, і тут я кажу дуже щиро, але не розшифровую. Дуже важливо, хто попадає туди, до російських окупантів, щоб з першого дня вони вели себе гідно, щоб вони не покупалися на умовляння, на шантаж з боку окупантів. І в тих випадках, коли людина не йде на співпрацю з слідчими, її витаскувати легше. Я хотів би, щоб це все знали. Я хочу добавить, как, скажем так, сиделец, внимание всех, письма ваши, заявления, очень их выводит из себя. Но при этом это обеспечивает безопасность сидящих там. Да, это их раздражает, но это дает силу, дух тем, кто сидит. И защищает это все. Мне больше 2 лет не приносили письма, но они их читали. И они эти слова там, как говорят, проверенно, то есть изучали, но не давали мне. Но они об этом знали. И это тоже была моя безопасность. Скажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, российские власти все-таки пошли на переговоры и пустили политзаключенных Умерова и Ахтема Чийгоза? Что могло повлиять на Россию? Это кому у вас? До вас, Мустафа Ага. Конечно. Вообще-то на этот вопрос, вот этот вопрос мне часто задавали. Ну, во-первых, имена Ахтема Чийгоза и Ильмира Умерова очень много звучали в мире. И, конечно, это для России было очень неприятно, особенно когда это звучит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Но почему именно, скажем, через Турцию?
именно личность Эрдогана. Я так думаю, что в мире не так много осталось президентов, государственных руководителей, которые подают руку Путину. А Эрдоган еще поддерживает с ним какие-то отношения. Терять Эрдогана, наверное, Путину очень было бы дорого. Этим тоже в некоторой мере объясняется. И потом, все-таки очень большой груз вины Российской Федерации, они сейчас, видимо, хотят каким-то образом смягчить мировую общественность. Сейчас их дипломаты, их проплаченные депутаты также других стран очень работают над снятием санкций. И для них, видимо, попытаются они использовать этот аргумент, как вот, дескать, в России пошла какая-то либерализация, и, может быть, надо пересмотреть политику в отношении России. Я думаю, что если кто-то попадется на такую удочку, это будет большим заблуждением. Зверь, он остается зверем, он идет просто на какие-то тактические шаги. Ничего в политике Российской Федерации не изменилось. Это хищник, это захватчик, поэтому усилия всего международного сообщества должны быть направлены на то, чтобы поставить Россию в такие условия, которые заставят ее освободить всех политзаключенных, освободить оккупированные территории. Готове слово. Я лише, щоб зробити таке, дивіться, ці арешти і репресії, це є випробування не лише тих, проти кого. Я вже говорив про родних і близьких. Знаєте, стільки людей розкрилося. Я хочу ще раз сказати про те, як розкрилася наша молода оця дівчина, донька Ільмі. Я прошу, щоб Айше зайняла тут місце. Я колись потім, коли ми будемо в Криму, я розкажу, як вона з нами поруч боролася за всіх нас, за свого батька, і які вона подвиги звершила. Але це буде потім. Сядь поруч з батьком. Колеги, зараз матиме слово запитання Укрінформ до Алла Агенції Еспресо. І ще 3 запитання після, і через 10 хвилин ми завершимо. Будь ласка, Укрінформ. У меня вопрос к Ахтему. Скажите, что давало вам силы, заключение, верить в то, что такой день, как сегодняшний, настанет? И вопрос к Ильме Умерову, если можно. Ильми, вот вы совсем не предполагаете, что может быть в Крыму с вами опять, если вы вернетесь? Что, возможно, вы опять пройдете те фундиады, которые пришлось пройти. Спасибо. На самом деле СИЗО, у него название и суть этого учреждения, это закрытое, абсолютно, значит, замкнутое пространство, маленькие камеры. Это чтобы вы немножко представление имели. И целью является изолировать, значит, по ихнему мнению, преступника. Но зачастую там оказываются и такие люди, которые борются за свои права. Но смысл остается изолировать и поставить в такие условия, чтобы человек сломался. Что даст в такой момент дух? Что даст силу? Это, конечно, то, что этот человек верит. Вот я верил в вас всех. Я произносил на судах, что я гражданин Украины, для того, чтобы предатели и подонки ощущали, что такое ответственность, что такое понятие патриотизм. Я так воспитывался. Конечно же, придавали силы от письма. Этот мальчик, который со Львова, написал, что и просил внизу извинить его за ошибки, если они есть. Эти люди, которые меня не знают и пишут о том, что они душой и сердцем со мной, это люди, которые находятся на территории, объявившей нам войну и нас оккупировавшей, которые не соглашаются с позицией своей страны и на этих письмах осуждают эти действия своей власти. И на этих письмах штампы стоят проверено, и дается мне это в руки. О чем это говорит? Принцип
сила, последовательность, она и у врагов вызывает уважение. И у тех, которые каждое утро тебе врываются в камеру, и у тех, кто тебя сопровождает в наручниках, и у тех, кому предписано следить за тобой и осуществлять эти меры воздействия, чтобы тебя сломать. И они мне эти письма давали. Спустя 2 года мне давали эти письма. Это благодаря вам всем. И, конечно же, я хоть и через телевизор наблюдал своих соотечественников, я знал, что я иду на суд, который не суд. Я знал, что срок уже определен. Я знал, что это ничего не даст. Но я готовился. Я всю ночь готовился, потому что я знал, что в зал придут мои соотечественники, которых с трудом пустят туда. Но я знал, что мои соотечественники, имея очень большой опыт борьбы в изоляции, они между собой общаясь, будут говорить, будут рассказывать. И я считал, что если они меня считают своим лидером, значит, я должен этому соответствовать. Вот эта внутренняя мобилизация мне давала силы. Это вы все. Поэтому я точно знаю, еще раз повторю, те, кто сидят, я всех диверсантов видел, так называемых. Да, у меня уже был, скажем так, были такие возможности, когда я их останавливал и спрашивал, как у них дела. Я знал, как мне тяжело было. Я тогда практически один сидел. Я видел этих так называемых террористов, которые наши соотечественники. И им я успевал сказать несколько слов. И я видел, как они радовались, что меня увидели, потому что они 3 года меня тоже, больше 2 лет наблюдали по телевизору. Здесь есть некоторые мои сестры, которые приходили на суд. Я на них смотрел и просто вот это мне все силу давало. Так давайте теперь все вместе будем давать силу тем, кто там остался в этих тюрьмах. Не тюрьма страшна, поверьте мне. Мужчина должен находиться там, где находится, и быть достойным, где бы это ни было. Но ему гораздо легче им будет, если они будут нас слышать, читать, видеть, к сожалению, там это вот 36 каналов бреда, там не допустят, я имею в виду российского бреда. Поэтому пишите, не ленитесь, пишите, говорите, и мы будем говорить. И они уже свободнее будут. Я думаю, что я на вопрос Гульнары уже ответил. Я обязательно поеду домой, обязательно поеду на родину, обязательно поеду в Крым. Что бы там меня не ждало. Я хочу добавить к тому, что сказал Ахтем, кроме тех людей, которые приходили нас поддерживать к судам, которые вообще нас поддерживали, в России есть еще группа людей, которые проявляют просто чудеса героизма. Это адвокаты. Один из этих адвокатов, Николай Полозов, находится здесь. Ахтем, Суаль, последний вопрос. Мы добились. Да, еще один, все, уходим сейчас. Добрый день. У меня будет вопрос всем вам. Это Денис Братта из турецкого новостного агентства «Дуан» в Украине. У меня вопрос, такой общий вопрос. Одна спікеру, пожалуйста. До одного спікера, тільки один спікер, визначте. До кого запитання? Тому ким суаль речисність? Господин Чемилов, до какого степени, вы думаете, Турция играла роль в этом, Эрдоган играл роль? И еще есть такое утверждение, что именно соглашение между Турцией и Россией играло свою роль в этом вопросе. Как вы думаете? Спасибо. С первых же дней ареста, когда начались репрессии против наших соотечественников,
Вообще-то в первый же день, когда проходил вот этот так называемый референдум, мы с Рифатом Чубаровым вылетели в Анкару, встречались с Тайипом Эрдоганом. А потом у нас было еще очень много-много встреч, и на каждой встрече мы говорили о ситуации в Крыму. И поскольку он регулярно встречается или созванивается с Эрдоганом, мы всегда просили его поднимать вот эти вопросы. Вопросы беззакония оккупационных властей в Крыму. И вот последним, так сказать, аккордом было то, что 6 октября, когда он должен был встречаться с Путиным, было обращение крымско-татарской диаспоры на имя Эрдогана с просьбой на встрече с Путиным поставить этот вопрос. А крымско-татарская диаспора, то есть турки крымского происхождения, они примерно составляют 7-8% населения вообще Турецкой республики. И с этим, конечно, президент не считаться не может. Да и вообще президент Эрдоган, когда приехал сюда, на наш вопрос, что он вообще делает для нас, он говорил примерно так: мы вас не отделяем от себя, вы наши родные, и, конечно же, мы будем делать все, что мы можем. И я думаю, что здесь в освобождении наших двух ребят огромная роль Эрдогана. Он четко на встрече с Путиным поставил условие, что он должен освободить в первую очередь вот этих двух наших соотечественников. И вообще вопрос о преследованиях, Эрдоган постоянно ставит вопрос. Но другое дело, как реагирует на это Эрдоган, на это Путин. Он всегда утверждает, что якобы это неправильно, что это выдумки украинских властей, а на самом деле, что все происходит. Я еще хотел бы отметить одно. Ведь на территорию оккупированного Крыма никакие наблюдательные комиссии не пускают, потому что не знают, какие они сделают выводы. И вот в 2015 году правозащитная группа турецкая пришла. Как раз тогда были между Турцией и Россией довольно-таки, если не теплые, но в общем нормальные отношения. И они очень рассчитывали, путинский режим рассчитывал на то, что эта группа напишет благоприятные для России выводы. Но оказалось совершенно наоборот. Они дали очень объективную оценку, и это легло на стол президенту Эрдогану. И президент Эрдоган вручил ему Путину, сказал, вот что происходит в оккупированном Крыму. То есть я хочу сказать, что Эрдоган имеет очень объективную информацию о том, что происходит в оккупированном Крыму, и я думаю, он будет продолжать оказывать нам содействие как в деоккупации, так и в освобождении наших политзаключенных. Телеканал «Еспресо». Питання до Артема Чийгоза. З ким ви зустрічалися в Анкарі та чи просили Ердогана сприяти звільненню 36 людей, яких назвав щойно Рафат Чубаров? Да, мы считаем, что вот общая стратегия на деоккупацию, она и состоит из каких-то реальных шагов. Я уже сказал, что освобождение Чийгоза и Умерова это не личностное какое-то, а вот большой символизм, что никто не верил, что это может быть. Вот по Сенцову и по остальным, но сегодня реально этот молодой парень, и я его видел в СИЗО, когда меня посадили, имел возможность некоторых из них видеть первых, и Сенцов ведет себя мужественно. Почему он за свое мужество должен стать принципиальным чьим-то врагом, и потом на этом должна Россия играть, его не отдавать. А мы что, настолько слабы все? И так дальше, и по каждому так. Одне запитання, будь ласка, прямий. Тимур Тугоненко, телеканал «Прямой», к Рифату Чубарову вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько сильно влияние крымско-татарской диаспоры в Турции, насколько они оказывали давление на турецкие власти или способствовали освобождению крымско-татарской диаспоры? Я вынужден просто очень коротко. Я хотел бы, чтобы просто немножко би ми усвідомлювали про те, що є різна політична культура.
Кримсько-татарська громада, вона в Туреччині є чисельною. Вона має низку громадських організацій, які об'єднані в асоціацію. Буквально завтра в Києві буде чергове засідання виконавчої ради Всесвітнього конгресу кримських татар. Ми об'єднані по всьому світові, але найпотужна наша діаспора – це в Туреччині. От наскільки вона міцна, аби тиснути на владу, от слово «тиснути» має дуже різні значення в нашому політичному такому уявленні, в нашій політичній культурі тут в Україні. У нас тиснути – це, значить, намети, це обливати брудом на каналах. У них тиснути – це через депутатів, через свої медіа, через потужні такі зустрічі, зібрання. Я хочу сказати, що сьогодні в Туреччині немає жодного депутата, який би не відчував за необхідністю або підтримку, або спротив кримсько-татарської діаспори. Кримсько-татарська діаспора сьогодні є частиною нероздільного турецького суспільства, але вона, оскільки усвідомлює себе вихідцями з Криму, і вона об'єднується з нашою кримсько-татарською нацією, вона спроможна впливати на політичні процеси. Останнє запитання громадське. Сергій Мокрушин. В мене таке питання. Ви казали, що вивезення вас з Криму, воно нагадувало спецоперацію. Але спецоперацію нагадує і інформаційний супровід з боку окупанта того, що сталося. Досі не оприлюднені укази про наче помилування президентом Путіним, а контрольні Сергію Аксьонову засобу масової інформації вже розповіли, що це нібито за проханням муфтія отримав помилування. І зараз дуже великий медіаресурс спрямований на те, щоб завірити кримчанів в тому, що ви порушували закон. Що ви можете сказати з цього приводу? Чи вдасться вас виставити злочинцем? Я с последнего начну насчет чего-то там просьбы о моем конкретном помиловании. Если бы я преследовал цель выйти оттуда лично как чужой, у меня, поверьте мне, с первого дня моего ареста были очень много шансов, когда мне предлагали подписать те или другие документы, в которых, начиная от оговора, вернее не от оговора, а вот от этой гнусности в адрес моих лидеров, Мустафа Ага, Чубарова, в адрес, значит, как они говорили, признание России. Наверное, Россия до того своим величием дожила, что нуждается в признании отдельных крымских татар. Без этого признания и величия никак не состоится. Так вот, я в принципе особой эмоции не проявлял, я просто отказывался и говорил, что нет. И в последнее вот мое вызволение тоже не связано с просьбами с моей стороны. Что касается муфтия, и как человека, и как он считает религиозника, который верит в Аллаха и соблюдает традиции, вернее, каноны. Вы, наверное, слышали, как он требовал от моих участников этого процесса, Зингерминджи Асану, подписать поклёв против меня, оговорить меня и получить свободу. И на вопрос, ты же муфти, как можешь это сделать? Он сказал, так надо. Поэтому я его не считаю абсолютно самостоятельным ни как личность, ни как должностное лицо. Он марионетка. Ему сказали, напишешь, и напишет. Ему сказали, сделаешь так, он и делал так. Поэтому мне абсолютно это, как вам сказать, не вызывает какого-либо там эмоционального к нему отношения. Все. Понимаете, что касается спецоперации. Вот эту бумагу мне выдали в СИЗО. В момент, когда сажали в минивэн, ну вот этот микроавтобус затемненный, и в котором без опознавательных знаков, как я сказал, сидели люди в балаклавах.
Вот мои паспорта, которые меня вывозили с России. Справку покажи. Нету тоже ни одной отметки. Поэтому что это, если не спецоперация? Что если, когда я говорю, я же по вашим законам вроде освобожден? Почему вы ведете сам? Я еще Умерова не видел в самолете. Почему вы себя со мной так ведете? Голову вниз, вот здесь сядь, не разговаривай. Мы, говорит, об этом ничего не знаем. Загомнус Ахтемова. Шановні колеги, на цьому ми завершимо запитання. Наразі вирушає делегація до адміністрації президента, де вони будуть нагороджені державними нагородами відповідними. Просимо вас приєднатися до адміністрації. І в нас наостанок є подарунок від турецької громади. Будь ласка, дуже швидко, без слів. Sayın Aktebakan, sizin özgürlüğünüzü ve kullandık vatandaşlarımızın da bir an önce özgürlüğüne kavuşması dileğiyle size bu kırmızı hükümeti çıkartmamamızı dilerim. İlmagan, Vatan Kırım özgür olana kadar sizlerle birlikteyiz. Колеги, дуже дякую. Ви є частиною цієї боротьби. Всі ці шилдики – це ваша увага до того, що ми робимо. Дякуємо, до зустрічі.